Туман, не ходи к ним, не ходи. Не ходи, забодают. Лягнут и все. Марш! Марш отсюда, марш! Пошли вон гулять. Пошли гулять. Марш, 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 марш. Туман, отойди от них. Туман, иди ко мне. Туман. Это не лоси. Ну что, здравствуйте. Здравствуйте, все, кто смотрит мой канал. Особое здравствуйте моим подписчикам. Спасибо, что смотрим мой канал. И сегодня у нас по плану в первую очередь выгулять вот этого хулигана, Тумана. Ну а по пути следования прогуляемся мы сегодня плотненько так, километров так около 10. И по пути будет озеро, будет лесная речка. Возьму удочки, может хорюска добуду. На озере попробую окуня. В лесу попробую найти рябчика. Если будет уточка, добудем будочку, но уточку. Ну, короче, возьму комбайн, может, ягоды найду. Ну, всего понемножку. А основная цель, конечно, прогуляться. Пойдем по старому путику отца. Раньше там была у нас даже избушка. Постараюсь вам показать все, что от нее осталось. Ух ты, смотри, какой пес-то у меня, а? Молодец какой, молодец, Туман. Настоящий из тебя волкодав выйдет. Лосей давить будем, да, сынок? Сынок, говорю. Туман. Туман, пошли. Пошли в лес. Пошли в лес, забодают. Молодчина какой. Молодчина. Ну, в лесу лося точно облает. Так что лось наш. Поехали. И здесь никого. Раньше эти луга были совхозными. Все это каждый год косилось, убиралось, чистилось. Теперь его уже пару десятков лет уже никто здесь не косит. Все зарастает. Столько лугов. Все пропадает. Это не только один луг. Гектара, несколько гектаров. 200 голов коров только держали. Еще столько же быков. И для всех хватало сена. Лошадей было столько совхозных. Столько частников было. Все теперь это пропадает. Никому не нужно. Раньше у отца здесь тоже участочек был. Центр. Посередине косили совхозники. А по краям, в кустах давали частникам. И вот здесь возле речки был небольшой участок. Там мы косили сено для коровушки. И по осени, да и по весне, когда еще снег лежит на этой речке, бывают утки. Также есть здесь хариус. Мы сегодня и посмотрим, кого мы сегодня здесь найдем. Вон, возле того леска уже речка, так что будем молчать. Будем по возможности тихонько подходить. Так, друзья, уток нет. Хариуса тоже не вижу пока. Здесь бывает стоят они. Здесь бывает хариус. Его очень хорошо видно, если он есть. Но его нет. Ну ладно.
Вот это походу бобровая нора. И до сюда бобры добрались. Надо капкан сюда поставить, попробовать. Может, кто и попадет. Оборзели вообще уже. Нигде от них прохода нет. Вон, походу, тропинка бобровая. Ну, будем ловить бобра. Будем пробовать ловить бобра. Еще одна ямка. Раньше здесь тоже харю заловили. Так, уток нет. Можно ствол убирать. Харюза тоже что-то не видать. Вот, друзья, хочу показать, что здесь все заросло. По пояс, тропы не видать. Иду примерно. Хорошо еще, что солнце есть. Так бы я уже не знаю, куда идти. Затесок старых нет уже. А вон что-то затеска вроде бы. Что-то похожее на старую затеску. Вон там. Так что примерно правильно иду. Ну вот. Наконец-то после долгих блужданий. Часа 3, наверное, где-то я блуждал. Сейчас посмотрю точное время. Ну да, 11. А время было около 8. Часа 3 кружил по лесу. Потерялся с тропы. Кое-как нашел речку. И походу я ушел намного выше. Ну ладно. Пройдемся по реке. Может, найдем где рыбу. Заодно будем наготове. Везде может залететь утка. Ладно, пока выключаюсь. Как увижу рыбу, так покажу. Пока никого. Ну ладно, хоть речку нашли, и то хорошо. Вот, друзья, опять бобровая тропа. Сколько их здесь развелось. Вон, натропили. Натропили, как не знаю кто. Походу никто их здесь не ловит. Никому они не нужны. Блин. Туман, не пугай. Ух ты, какая жаба страшная. Вот она. Вот она, какая страшная жаба. Вот она какая. Туман даже не заметил ее, прошелся по ней. Ладно, идем дальше. Ну что, друзья, нашел вот такую вот ямку небольшую. Видимости нет, ничего не вижу. Но место так вроде бы нормально. Ну что, будем пробовать?
Давай попробуем. Давай. Так вот. Собрал удочку. Попробую на червя. На червячок. Вот такая вот блесенка. Вот. Неужели, если здесь хариус, он не возьмет? О, удочка короткая. Опа, есть. Первый заброс, и сразу же вот он. Сразу же вот он, какой хариус. Круто. Круто, 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 круто. Если честно сказать, я сам в шоке. Я сам этого не ожидал. Запах, запах, друзья. Я сделал это. Я все-таки поймал речного хариуса на лесной речке. Пробуем еще. Все. Все кончилось. Ну блин, с первого заброса сразу такая поклевка. И все, что ли? Неужели он один и был, которого мы успешно поймали? И теперь все. Попробуем. Вот еще проказники-бобры начали строить плотину. Живут они где-то там, вот туман что-то унюхал. А вон ходят сюда. Вяжут свои палки крест-накрест. Сгрызли дерево, второе. Вот здесь получается завал. И они речку поднимают, чтобы было где им плавать и плодиться. А рыба потом, по их вине, не может вверх подняться по реке. Может, из-за этого она и кончилась на этой речке. Раньше старые люди лет 50-60 лет назад примерно, они все это вычищали, сплавлялись по реке, кололи острогой. И рыба всегда была налим, хариус. А теперь никому это нафиг не надо. Так вот. А бобры те еще сволочи. Вон. И никто на них не охотится. Вот они здесь в норах живут, видать. У них такие норы везде. Раздолье им здесь жить. Никто их не беспокоит. Вот, походу, друзья, я и нашел свою яму хризовую. Здесь бывают утки. Так что идем тихо. Уже вижу, хариус плещется. Так. Нам надо сюда как-то пойти. Друзья, уток не видать. Но ямку я нашел хорошую. Вот перелезу это дерево и тут буду пробовать. Так, глубину где-то около метра. Ставлю крючок. Клюем. Пробуем.
поклевка сразу. Ходишь подальше, походу. Но поклевка была. Надо и подлиннее удочку кидать. О. Вижу. Крупный подошел. Проплыл рядом с блесной. И 0 эмоций. Вот такой вот где-то был. Получается, хорюс есть. Но не захотел он брать мою блесну. Что-то ему не понравилось. Опа. Вот это. Вот он. Вот он, хорюзок. Клюнул. Так. Вот он, крупный какой. Вот он плавает, вижу я его. Блин, такой хорошенький плавает здесь. Просто замечательный плавает. А брать не берет. Вот он подходит, вот он. Я его вижу, но вот их 3 штуки. Есть, один взял. Их там 3 штуки, ребята. 3 вот таких хорюска там. Я их видел. Их там 3 штуки. Ну. А который покрупнее, он, видать, это, поумнее. Он не берет, он подходит и отходит сразу. Что-то надо менять. Подошел. Вот он, хороший. О, сразу подошел. И клюнул. Вот он. Вот он, схватил на вертикалку. Красавец какой. Выкопали целый лабиринт. Вам покажу, если получится. Так вот. Забью заряд я в пушку туго. Вот в таком плачевном состоянии находится наша избушечка. Избушка моего деда. Ну, короче, все. Хана избушки. Конечно, уже вон на крыше деревья вон какие выросли. Елочки растут. Березки. 20 лет меня здесь не было. 20 лет назад избушка была ухоженная и хорошая еще. Увы и ах.